Я, во-первых, хочу сказать свою обеспокоенность насчет того, что все меньше и меньше гагаузов говорят на гагаузском, все меньше и меньше гагаузов вспоминают свою историю, свои корни, свою культуру. Вот меня больше всего это беспокоит. Да, к сожалению, так получилось, что вот эта кучка, которая называется элитой, купили себе вот эти функции, потому что они они достигли, как сказать, там, эти свои функции мошенническим путем. То есть просто заплатили, купили. Там соответствующие органы разбираются, есть уже прогресс в этом отношении. Но сам гагаузский... И Россия, естественно, старается раскачать эту лодку. Им не удается и не удастся. Это я уверен. Но моя беспокойность, как я сказал, о том, как сделать так, чтобы гагаузский народ, гагаузская культура развивалась. Потому что сейчас, если взять, например, детей там, младшего возраста, они почти не общаются на гагаузском, не понимают гагаузский. Их учат русскому, да? Да, они там, в том числе в семьях, это вот. А потом культура. Вот они администрируют очень большой бюджет, как бы они автономия. Чтобы вот сделать сравнение, на обучение и культуру они тратят меньше 1% того бюджета. У них красивая культура, у них красивый язык. И вот мы общаемся очень хорошо с примарями, с людьми. Вот мы ездим туда, говорим, общаемся. И они все больше и больше понимают, что, послушайте, нужно развиваться, нужно заботиться больше о нашей идентичности. Смотрите, вы как молдаванин, как государство говорите, что вы заинтересованы в развитии гагаузской культуры. Это замечательно, по-моему.